Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня». Сегодня мы обсудим общественно-политическую ситуацию в автономии, некоторые изменения в законодательстве Гагаузии и другие немаловажные темы с заместителем председателя Народного собрания Гагаузии Александром Тарнавским. Александр Григорьевич, добрый день. Здравствуйте. Вначале хочу спросить вас вот о чем. В пятницу, 5 апреля, в Доме культуры муниципии Камрад состоялась рабочая встреча Башкана Гагаузии, депутатов Народного собрания, членов исполнительного комитета с примарами, с председателями, советниками местных советов. Были приглашены даже представители Совета старейшин, да, насколько вот единственное объявление, что мы увидели в социальных сетях, журналистов туда не пустили, как ни странно. Встреча была закрытая? И что обсуждалось на ней? Да, во-первых, благодарю вас за приглашение. Первый раз у вас в новой студии, вообще давно у вас не был. Надеюсь, что одним вещателем, равноудаленным от всех, станет больше в Камрате, в Гагаузии. Будем уже чаще приглашать, да, потому что ваши мысли и ваши высказывания, мнения нам очень интересны. Я думаю, что многим нашим телезрителям будет интересно. Я хочу пожелать вам успехов в этом новом вызове, чтобы у вас все получилось, то, что вы планируете. Значит, возвращаясь к этой встрече, она действительно была анонсирована в публичном пространстве. В открытом доступе. Да, в открытом доступе о том, что глава Гагаузии, члены исполнительного комитета, Народное собрание, локальные избранники хотят встретиться и посоветоваться. Мне кажется, очень правильный посыл, потому что в Гагаузии происходят странные вещи, по моему ощущению, вообще трагические, и мы практически это не обсуждаем. Да, есть заседание Народного собрания, есть возможность пообщаться вот посредством средств массовой информации, но вот так, чтобы открыто глаза в глаза высказаться, потому что фактически Гагаузия поделена. Кто-то считает, что приход Илана Шора — это благо для автономии, и несметные... Люди поверили в край мечты. Абсолютно верно. И несметные возможности. Другие, в том числе я, считают, что это беда для Гагаузии. И учитывая, что вот такое разное мнение, да, и в то же время оно у людей, которые, в принципе, друг друга давно знают, давно вместе работают, мы здесь все выросли, здесь работаем. И вот хотелось открыто поговорить на эту тему. И я с уважением воспринял это приглашение и пришел. Ну, там было много депутатов, да? Да, там была большая часть депутатского корпуса Народного собрания, исполнительного комитета. Ну, самое главное, глава Гагаузии была, с кем в первую очередь хотелось открыто пообщаться. Примары, советники. Я думаю, что могло быть намного больше. Возможно, сама организаторская часть была не на должном уровне. То есть людей, наверное, не заранее предупредили, может быть, не четко обозначили тему для обсуждения. Я не знаю. В принципе, люди были, с кем можно было поговорить и обсудить то, что происходит в Гагаузии. И я поблагодарил организаторов, потому что очень демократично все, можно было записаться, и несмотря на то, что у меня критичное мнение к Башкану, то есть была свободна возможность высказаться. Однако меня удивило потом совсем другое, что, как вы сказали, встреча оказалась закрытой, то есть полузакрытой. Вначале глава Гагаузии и председатель Народного собрания выступили в открытом пространстве, то есть с присутствием средств массовой информации, а потом попросили ваше братство покинуть это мероприятие. Но меня это удивило, я в своем выступлении об этом сказал, потому что я публично... Задача была афишировать это выступление, да, но умолчать, о чем там конкретно говорилось. Я публичное лицо, то есть у меня нет возможности с каждым избирателем встретиться, объяснять свою позицию. Да, конечно, у нас есть мероприятия, в том числе недавно отчет был мой за прошлый год, и с частью людей я встречался. Поэтому, когда есть возможность через телеэкран, да, это намного шире возможности, чтобы люди услышали, насколько депутат отвечает их ожиданиям, интересам. Потому что сложная ситуация в Гагаузии, политически сложная. То есть я занял одну позицию, может, у людей другая. Я представляю не Тарнавского Александра в Народном собрании, а представляю своего избирателя. Конечно. И поэтому мне очень важно было, чтобы то, что я чувствую, то, что я говорю, люди увидели, услышали, и была обратная реакция. А тут мне закрыли возможность общения с людьми. Но я, конечно, свое выступление опубликовал в социальных сетях для того, чтобы люди знали, о чем я говорил. Но мое личное
личное мнение. Если мы собрались открыто и откровенно говорить, это должно быть публично. О чем говорилось вот конкретно, если можно? Давайте так. Выступления Башкана и председателя Народного собрания, они публичные. В принципе, понятно, о чем они говорили. Дальше была закрытая часть, поэтому я не вправе, уважая мнение коллег, которые решили, что это делать закрыто, говорить, о чем говорили они. Но я хочу сказать, что... В двух словах. Все вы передать, конечно, не сможете, да, но если ту в общем, атмосферу, что там творилось, можно... То, что мы с вами начали обсуждать, что происходит в Гагаузии. Почему такие сложные взаимоотношения между Камратом и Кишиневым? Есть одна точка зрения в Камрате, она превалирующая, да, что во всем, что плохое происходит в Гагаузии, виноват Кишинев. И этот нарратив, он в принципе 30-летний уже, да, но сейчас он особенно яркий. То есть все вот эти яркие обещания, которые нам были даны с приходом Евгения Гуцул, они не реализуются, и нам говорят, что они не реализуются, потому что виноват Кишинев. Но на самом деле они не реализуются, да, потому что мы тоже видим, что ничего не происходит. Мы же с вами не живем в параллельных мирах. Мы вместе с вами живем в Камрате, мы не видим строительства аэропорта. Да, хотя бы начало. Мы не видим 500 миллионов евро, которые обещали в виде инвестиций. Мы не видим другой цены на газ, мы не видим дополнительной помощи пенсионерам, работникам бюджетной сферы. Этого всего нет. Я считаю, что этого и не будет. Но нам говорят о том, что во всем виноват Кишинев. И вот поэтому на этой встрече была одна линия выдержана в этом направлении Башкана, да, что во всем виноват Кишинев. И была другая линия, которую высказал я и высказали несколько коллег, о том, что всегда нужно начинать искать проблемы в себе. То есть у нас в Гагаузии все-таки есть мнение, что не только Кишинев во всем виноват. То есть есть такое мнение, смотрите, есть такие люди. Если мы с вами переведем все на простой уровень, когда в семье проблемы, не виноваты же соседи в том, что происходит в семье. Вначале нужно разобраться то, что происходит здесь внутри. И, к сожалению, во многом я не обеляю действия официального Кишинева, потому что во многом они воспользовались вот этой слабостью Гагаузии. Слабостью Башкана, политической слабостью, вот этой изоляцией Гагаузии, которая оказалась, в том числе от внешних партнеров. И Кишинев давит. И это нельзя это не заметить, и нельзя об этом не говорить. Но спровоцировали эту ситуацию в Гагаузии. Вот об этом нужно говорить. И когда мы говорим о том, что кто-то виноват, а не мы, это самый простой вариант, потому что мы снимаем с себя ответственность. Так легче обвинить Абсолютно кого-то. верно. Это очень просто и легко. И вот этот был откровенный разговор на разных эмоциях, на разных тонах. Но самое главное, я уверен, что услышала глава Гагаузии, которая, возможно, это все организовала для какого-то укрепления своих позиций, да, укрепления чтобы вот этого понять, нарратива, что Кишинев все виноват. Она поняла, я уверен, и те люди, которые вокруг нее, что не все так просто в Гагаузии, и что наконец-то в Гагаузии начинает появляться не то что сила, но больше высказываний здоровых сил о том, что не может крошечная автономия развиваться без хороших прагматичных отношений с Кишиневым. И вот эта изоляция, куда мы себя загнали, это огромный минус не просто для Евгении Гуцул. Если бы это была ее проблема, это было бы не так важно. Но она представляет гагаузскую автономию, она представляет гагаузский народ. Конечно. И на национальном, и на международном уровне. И вот эту изоляцию, которую она создала, это прежде всего негативно сказывается на Гагаузии. И я в своем выступлении подчеркнул красной нитью, что глава Гагаузии выиграла выборы с небольшим преимуществом, 52-53%. Да? В первом туре за нее проголосовало вообще 25%. То есть огромная часть людей за нее не голосовали. Огромная часть людей не голосовали за Илона Шора, да? Потому что говорили, если ты голосуешь за Евгению Гуцул, ты голосуешь за Илона Шора. Ну, да. Многие люди из тех, которые голосовали за нее, они тоже не голосовали за Илона Шора. Они поверили вот в эти красивые обещания, они увидели новое лицо, эффект новизны, да, хотелось чего-то нового. Но Башкан на Гагаузии, став Башканом, не стала Башканом для всех. Вот, например, когда мы выиграем свои депутатские выборы, мы на следующий день говорим своим избирателям: все, нету выигравших, нет проигравших. За меня голосовали люди, голосовали за моих конкурентов. Давайте, я сейчас не могу представлять только тех, кто за меня голосовал, правильно? Конечно. Ты становишься уже лицом этого округа в Народном собрании. Так и глава Гагаузии. Вы выиграли не только для сторонников Илона Шора или не только для своих сторонников, но для всей Гагаузии. Вот станьте лицом Гагаузии. К сожалению, она этого не сделала.
Она и дальше бравирует вот этой связью с Илоном Шором. Илон Шор, согласно национальному законодательству, признан виновным в махинациях, конечно. финансовых махинациях. Благодаря этим действиям государственный бюджет, то есть мы с вами, как налогоплательщики, каждый год возвращаем деньги этим 3 банкам, которые были закрыты, которые были ликвидированы, но там остались обязательства. И все, наверное, люди, не только мы Я с говорю, вами. все налогоплательщики. Ну, да, Я конечно. просто примел, что мы с вами здесь в студии. То есть у нас забрали наши деньги, и сейчас нам говорят, что нам вернут какими-то благами. Построят аэропорт. И это же, мы же не... Многие говорят о том, что все же воруют, ну и что тут такого? Я хочу сказать, и говорю этим людям, что мы же не воспитываем своих детей так, да? Конечно. Что воруйте и раздайте потом другим. Мы со всеми другими принципами их воспитываем, что это грех, что это неправильно. Поэтому нельзя то, что мы не из нашей сущности противиться, нельзя это насаждать, еще и говорить, что это правильно, еще этому аплодировать. Понимаете? Да, согласна с вами. Александр Григорьевич, вы, наверное, единственный из тех присутствующих на данной встрече, кто опубликовал свое выступление, вы говорили об этом в социальных сетях. Почему, по вашему мнению, другие участники не последовали такому примеру? Почему жители Гагаузии должны гадать, что там было, о чем говорили, что они, остальные присутствующие, в том числе и Башкан, скрывают от своих избирателей или могут скрыть? Ведь эту ситуацию, что вы сейчас рассказали, но это же не новое, это мы тоже наблюдаем за всем этим. Это все знают. Вы знаете, по моему мнению, в Гагаузии довольно консервативное мнение к открытости, к публичности. Прозрачности, но мы не ощущаем, не видим это. Мы воспитаны немножко в другое время, и для нас до сих пор, многих из нас, глава Гагаузии — это как некий символ, который нельзя критиковать, который нельзя говорить что-то иное по отношению к тому, что она делает. Но это же нормально, когда Это критикуют. как такая королева Англии, которая всегда права. Но на самом деле и многие из моих коллег, несмотря на то, что они публичные лица, они часто говорят: давайте мы будем проводить не открытые заседания Народного собрания, а без камер посидим, честно мы поговорим. Наблюдаем за всем этим. В принципе, я их понимаю. Вообще открытые. Я их понимаю, потому что иногда камеру используют в пиар-целях. Бывает и такое. Но это часть демократии. То есть когда мы избранники людей. Чем мы занимаемся, когда мы говорим на камеру, это уже ответственность депутата перед избирателем. Никто ему не может сделать замечания, никто ему не может сделать или сказать, что ты делаешь правильно или неправильно. Он ответственен перед своим избирателем. И я за то, чтобы всегда работала камера. Несмотря на какие темы мы обсуждаем. Мы не обсуждаем вопросы обороны, национальной безопасности. Мы не государство, мы наши автономия. проблемы обсуждаем. Мы с вами выйдем за студию, выйдем на улицу, там такие же проблемы людей беспокоят, которые мы обсуждаем там. Просто нам нужно это делать воспитанно, вежливо, в спокойной манере, но обязательно должен быть обмен мнениями, дискуссия. И она должна быть публичная. К сожалению, не то что к сожалению, получается, я считаю, что так правильно, так неправильно. Для многих коллег это все-таки табу, немножко эта публичность. И не то, что это мероприятие, а вообще на протяжении времени. И более того, мне показалось, что глава Гагаузии хотела этим собранием показать, что все, она контролирует все в Гагаузии. Илон Шор все контролирует. Получилось у нее? Ситуация не получилась. Она не получилась изначально. Значит, Башкан Гагаузии не может и не контролирует всю Гагаузию. Она бы контролировала в хорошем смысле, консолидировала бы Гагаузию, если после выборов сказала: спасибо Илону Шору, он мне помогал на выборах, но все, закрыты эти вопросы, я сейчас становлюсь главой Гагаузии для всех. Она этого не сделала, и поэтому она зародила разногласие изначально. И этим собранием она, наверное, хотела показать, что все стабильно. Примары, депутаты. Все под контролем, да? Все под контролем. Нет, не так. И это было понятно, почему не так, потому что было только 2 публичных выступления, ее и председателя. Потом камеры закрыли. Почему? Потому что боялись правды, боялись открытости, боялись другого мнения. Значит, они понимают эти вещи, они же видят. Потому что это другое мнение бы увидели и в Тель-Авиве.
откуда не будем скрывать, и управляется... Я думаю, там и так поняли, почему закрыто. Возможно, но если бы это еще и услышали, это бы еще показали, то это был бы совсем другой эффект. Поэтому я специально опубликовал, чтобы люди знали, что есть другое мнение. И ситуация не такая, как показывает нам глава Гагаузии в автономии. Вот вы в своем выступлении обратились к Башкану, да, вы говорили об этом, что и опубликовали, я читала вашу публикацию, что объединение надо начинать с самого себя. Правильно. Да? Вот прокомментируйте нам, пожалуйста, вот ваше обращение. Вы считаете, что из-за Башкана, ну вы сказали уже практически об этом, но вот раскол в Гагаузии, вот как выйти с этой ситуации? Вот с кем объединяться? Кто сейчас будет объединяться? Против кого? Вы знаете, мое личное субъективное мнение, я не претендую на истину, но оно у меня внутри, оно все время все больше укрепляется. Для Илона Шора Гагаузия — это плацдарм для ухудшения отношений между Камратом и Кишиневым и для демонтажа той власти, которая сегодня в Кишиневе. И он, к сожалению, использует и гагаузскую автономию, и гагаузский народ вот в этой цели конфронтации с Кишиневым. Они сделали аналитическую работу, провели опрос среди людей, что больше всего беспокоит жителей Гагаузии. А это понятно, какие вещи беспокоят наших людей. Это цены, это безработица, это будущее детей, да? Это стоимость энергоресурсов. И вот они по всем этим ключевым моментам дали обещания. А мы вам понизим цены на газ, а мы вам повысим заработную плату, а мы вам дадим надбавку пенсиям, а мы приведем много инвестиций. А скоро 1 июня так заработает Гагаузлэнд. Мы улучшим отношения с Российской Федерацией. То есть все, что люди ожидают, они пообещали. Понимая, что они это не выполнят, ну, просто для справочки, строительства аэропорта это примерно $1 миллиард. Да, вот, ну, вот так, если сделать все. Но у нас в Гагаузии дорогу одну не могут региональную построить, не то что аэропорт. То есть это вопросы и логистики, и профессиональной, и технической, и море чего. Там. Это, ну, будем открыты, это невозможно. И странно, вот что и экс-Башканы тоже обещали. Обман начался до с этого предыдущего Башкана. Да. Почему вот играют людьми вот вокруг аэропорта? Потому что люди, мы все воспитаны на сказках, мы все живем надеждой, мы все живем на то, что будет лучше. Ну, я думаю, наши в Гагаузии люди точно не мечтают об этом, потому что... А вот, к сожалению, людьми манипулируют нечистоплотные политики. Конечно, это началось с Ирины Федоровны, сейчас это удвоилось, утроилось и идет дальше. Так вот, когда они сделали эти опросы, дали эти обещания людям, зная, что они их не выполнят, они потом нашли виноватого, почему это не выполняется. Майя Санду, ПАС, Кишинев. И они в людях воспитывают ненависть к Кишиневу. И это очень опасная грань, потому что начинаются межнациональные отношения. К сожалению, в Кишиневе есть силы, которые деструктивные по своей сути, которые воспользовались этой ситуацией и тоже нагнетают ситуацию. И получается, большая часть населения Республики Молдова и подавляющая часть жителей Гагаузии, которые не заинтересованы в конфронтации, потому что на самом деле между гагаузом и молдаваном вообще нет никаких противоречий, абсолютно никаких. Вот как раз мы обсуждали, когда был у меня в студии посол Евросоюза, вот эти отношения между Камратом и Кишиневым, и я говорю, вот да, у нас отношения напряжены, но между политиками среди людей мы не замечаем. Абсолютно верно. И поэтому вот эту искусственную конфронтацию нагнетают. Вам не нравится Майя Санду? Скоро будут выборы. Да? Не нравится ПАС? Еще чуть позже будут выборы в парламент. То есть смена власти, она всегда происходит демократическим путем, путем выборов. Не надо нагнетать эту ситуацию. И так Гагаузия одна из самых бедных и отстающих регионов Республики Молдова. Что вы делаете с этими людьми? Здесь людей очень легко манипулируют, потому что все очень любят Российскую Федерацию, все живут ностальгией по Советскому Союзу, по русскому языку, по русской культуре. Про Европейский Союз очень мало говорят у нас. Абсолютно. Поэтому люди ничего вот не понимают. Вы используете вот эту любовь наивную, чистую людей в конфронтации с Кишиневым, понимаете? Но я, честно говорю, я вот в своем выступлении, вот вы в своем вопросе спросили, начните с себя. То есть, когда вы, Башкан Гагаузии, говорите, нам надо всем объединиться, так вы с себя и начните. Вы объедините людей, вы не делите людей
за Шора против Шора, да? Которые верят Кому-то в сказки, дают которые не 50 верят. евро, кому-то не Если дают. у тебя есть мнение иное по отношению к тому, что делает Башкан, они автоматически говорят, а это про Пасовский, это про Кишиневский. То есть все, просто запачкать человека, не входя в Разделили дискуссию. Гагаузию Не входя на в дискуссию, да, что? чужих. Вы слышали от нашего Башкана хоть раз, что она сказала, я была не права, я ошиблась, мои ожидания были не точными. Ну, еще рано, наверное, еще год не прошел. Да? Поймет и скажет. Надеемся. И ни разу не было сказано, что у меня что-то не получилось, у нас что-то не получилось, потому что мы что-то не просчитали. Нет, у них есть виноватые, а они белые пушистые ангелы. Это очень опасно и очень неправильно. И что делать дальше? К чему могут привести вот эти отношения между Камратом и Кишиневым? Как можно выйти с этой ситуации? Вот я помню ваше высказывание в других телевидениях, что вы говорили об отставке Башкана. Как вы считаете, это возможно вообще? Моя первая мысль, которая была озвучена Башкану, о том, чтобы она ушла в отставку, потому что я уверен, что с человеческой точки зрения она не понимает ту ситуацию сложную, в которой она оказалась, и в какую игру ее втянули. Год, наверное, недостаточно для этого, чтобы понять. И у меня было чисто человеческое ей пожелание о том, чтобы она ушла в отставку, потому что эта игра не для нее. Это может произойти? Это может произойти, если человек независимый, если человек понимает ситуацию, в которой оказался. Если человек полностью под внешним управлением, то это сделать невозможно. Но мы же понимаем, что она под управлением. Это понимаю я, вы, может быть, еще часть людей. Большинство, по крайней мере, пока, мне кажется, ситуация меняется, но пока большинство людей все-таки верят в то, что обещала. И большинство в Народном собрании депутаты тоже ее поддерживают, насколько мы... Основные вопросы, которые продвигает Башкан, они поддерживаются, да, большинством Народным собранием. Поэтому получается, это мнение Тарнавского, да, и мнение еще какой-то части небольшой людей. От чего я должна уйти в отставку? То есть это мнение пока не стало устойчивым в Гагаузии. Да? Вот когда люди действительно скажут, ну уйдите, потому что вы превращаете Гагаузию из края мечты в край нищеты. Бедности, да, исчезновения. Да. Вы думаете, люди могут сказать такое? Потихоньку это... Вот чем больше мы с вами об этом будем говорить, чем больше люди, которые наделены властью, будут об этом говорить, тем больше возможностей. Мы не должны ждать, что от человека, который работает на рынке или в поле, или у станка, он начнет эти нарративы продвигать. Есть политики, которые должны это мнение озвучивать. Абсолютно Мы не должны... Вот многие ждут Кишинев, да, он снимет, он вмешается, он что-то сделает. Но ставьте в Кишинев. Давайте у себя вот здесь в маленьком доме общего нашего дома Республики Молдова мы наведем порядок. Мы же это натворили, мы же это выбрали, мы же поверили в эти... Мы же деньги выбрали на самом деле на этих выборах. Да? А на самом деле не то, что денег не получили или инвестиции, отбирают то, что было вот, в связи с НДСом, вот эти все изменения. Бюджет уменьшается, в бюджете уже проблемы. Вот, когда мы позарились за чем-то нехорошим, оно так всегда и получается. Вот это переосмысление должно пройти внутри нас. И поэтому мое было предложение в том следующее, что не хочет Башкан уходить. Давайте вместе мы с Башканом идем, депутаты Народного собрания, потому что очистим политическое поле Гагаузии, да, вот это перерождение, чтобы произошло, пусть придут новые люди, чище, добрее, без вот этого прошлого. Я сейчас не буду ставить, что кто-то правильно себя сейчас ведет в Народном собрании, кто-то неправильно. Уходим все. Вместе с ней. В будущем году все равно уже будут... Да, тем более через год выборы. И на самом деле не будет коллапса власти, потому что будут исполнять обязанности, пока придут новые. То есть на самом деле это не произойдет. И этот вариант, я думаю, нереален на сегодняшний день. Самый реальный вариант — это хотя бы восстановить диалог с Кишиневым. Вы знаете, что мы приостановили своими руками диалог с Кишиневым, рабочая группа парламента и Народного собрания. Давайте, учитывая, что мы в изоляции, Башкана нет в правительстве, правительство не общается с исполкомом, председателя Народного собрания не принимают в руководстве парламента Республики Молдова. Давайте мы хотя бы ту институциональную площадку, которая что было, да? Есть, да, то есть у вас было предложение восстановить это дело. И что дальше? Вот, кстати, это было одно из тем обсуждения на этом пятничном собрании. Есть часть коллег, которые поддерживают, что диалог нужно восстановить. Есть часть коллег, которые считают, что диалог не то, что не нужен. Пока Кишинев не проявит какие-то явные стремления к улучшению
решению ситуации, мы диалог не восстановим. Но вот эта часть, которая хочет восстановить диалог, да, их больше? Пока нет. Вот. Пока нет. И еще, вот, чтобы мы закончили уже вот отношения между Кишиневым и Башканом, и вот это вот депутаты, которые, вот вы предлагаете отставку Башкана, вокруг вас и есть еще такие единомышленники, депутаты, которые согласны с вами и тоже об этом говорят? Это явное меньшинство. Но есть. Но есть. И я хочу сказать, что с каждым днем их будет больше, потому что ситуация, которую нам обещали с краем мечты, она будет ухудшаться. Но я вот закончил то, что мы можем сделать со стороны Гагаузии, да? Восстановить диалог, уйти в отставку, если это нереально, пока это нереально, то хотя бы восстановить диалог. Что со стороны Кишинева? Потому что у меня, честно говоря, всегда больше ожидания от Кишинева, потому что для меня государство... Да по любому вопросу мы едем в Кишинев. И вообще официальная власть Кишинева, мне кажется, у нас, мы все-таки регион, да, мы автономия. В Кишиневе это государственный подход должен быть к тому, как развивать автономию в составе унитарного государства. Да, произошло у нас вот эта чрезвычайная ситуация с выбором главы Гагаузии. Но нельзя просто равнодушным быть к этой ситуации. Я помню, как один из руководителей нашей страны сказал мне: вы выбрали, вы и разбирайтесь. Так не получится, потому что мы одно целое. И если где-то у нас больное место, оно потом перейдет на весь организм, на все наше государство. Поэтому нельзя быть в стороне. И я всегда от государства жду большего. И у меня есть диалог с официальным Кишиневым, но я всегда говорю, что личные отношения политиков Гагаузии с официальными властями Кишинева, они не заменят диалог между официальным Кишиневым и Камратом, потому что, как бы мы ни относились к Башкану Гагаузии, по закону она представляет гагаузскую автономию. И мы не можем, я на своих встречах с правительством, с парламентом, я не могу представлять интересы гагаузского народа. Меня не делегировали для этого. Я могу говорить свое личное мнение, мнение депутата. От имени округа, да? Да, абсолютно. Этот диалог нужен, эти контакты нужны, личные, неформальные. Но все-таки диалог должен быть на уровне властей. Эта рабочая группа будет работать? Вот она бы это и спасла, да, потому что рабочая группа создана согласно решению парламента. То есть она создана решением национального уровня. И коллеги с Камрата, и коллеги с Кишинева могли бы там обсуждать, в том числе проблемы не только политические, но и социальные, экономические, проблемы исполнительной власти, раз нет диалога на уровне исполнительной власти. А почему приостановили? Это же местные, наши депутаты приостановили эту работу. Я думаю, что в основном наши коллеги приостановили, потому что они посчитали, что если приостановить диалог, то Европейский Союз, благодаря которому этот диалог и создан, он бы понял, что раз нет диалога, значит есть проблемы между Камратом и Кишиневым. А когда есть рабочая группа и есть диалог, как будто и проблем нет. И вот коллеги надеялись на это, что это создаст вот такую иллюзию, что Европейский Союз вмешается в ситуацию и более активно будет... Но Европейский Союз не может вмешиваться в я наши имел в виду дела. вмешаться не напрямую, а сделать предложение Кишиневу, что да, будьте более внимательны к Гагаузии. Я в этом плане. Но уже, наверное, 4 месяца, как приостановлен диалог. Также ни один посол к нам в Гагаузию не приезжает. Также диалога нет. Приехал посол Европейского Союза, вот они показывают, Я имею в виду, посолы не приезжают, не приезжают для встречи с руководством Народного собрания. Гагаузии. Вот они об этом это и показывают, что вот мы приезжаем в Гагаузию, с людьми мы общаемся, с журналистами общаемся, а вот с Башканом Так вот, а многие мои коллеги надеялись, что если мы приостановим диалог, то вереница международных послов, внешних партнеров приедет, будет встречаться с Башканом Гагаузии, с руководством Народного собрания. Но этого не произошло. И это не произойдет. Так сейчас надо сделать обратный шаг. Я про это и говорю, что нам нужно восстановить диалог, показать, потому что, смотрите, даже предположим ситуацию, что Европейский Союз, внешние партнеры спрашивают официальный Кишинев: а как у вас отношения с гагаузской автономией? Как у вас ведется диалог, сотрудничество? Кишинев скажет: вот у нас есть площадка, мы хотели вести диалог, но они в одностороннем порядке приостановили диалог. То есть, понимаете, мы выглядим, как будто мы сами не хотим сотрудничества и договариваться. Так и есть. Своими действиями сделали то, что сделали.
Давайте поговорим об изменениях в законе о возмещении контрибуций. Этот вопрос тоже очень интересует многих. В чем необходимость внесения этих изменений? Вот и какие изменения произошли? Немножко раскройте там. И к чему они могут вообще привести? Немножко предыстории. 2012 год. Примария Камрад вышла тогда с законодательной инициативой в Народное собрание. Вы тогда работали заместителем примара? Да, я еще работал в примарии, и мы, Николай Иванович Доглов был примар, и мы в 2010 году создали агентство по привлечению грантов. Это было тогда, как не то что ноу-хау, вообще. Что-то новенькое. Грант это было что-то ругательное, ну, такие были времена. И мы тогда начинали писать проекты международным партнерам для того, чтобы улучшить ситуацию в садиках, в школах, ну, во всех учреждениях. И одним из обязательных условий донора является контрибуция или софинансирование, да, потому что контрибуция у нас немножко с войной связана. Да. На самом деле, что такое контрибуция? Это то, что когда ты пишешь проект донору, донор просит, что часть денег в проекте должны быть от тебя. Да, не потому, что у донора нет денег больше. Для того твое участие нужно, чтобы ты берег, да, ту инвестицию, которая будет создана. Человек пока не вложит свои Абсолютно деньги, верно. считает, что это не мое. Абсолютно верно. Так вот, у разных доноров есть разные условия. Кто-то просит 10% контрибуции, кто-то 15%, есть и 30%, да, в зависимости от проекта. И получалось, что мы при Марии Камрад начали писать проекты, а контрибуцию платить нечем. Потому что бюджеты скромные. Для того, чтобы заплатить контрибуцию, нужно забрать там средства с садика, со школы. То есть довольно сложно. И мы тогда задумались, ну почему вот Гагаузия, да, которая имеет собственный мини-парламент, мини-правительство, да, имеет атрибуты власти, имеет свой бюджет, не помогать примариям привлекать гранты, потому что если примария привлекает грант, это же плюс для всей Гагаузии, правильно? Конечно. Это вот же тогда... не только примария Камрата, да? Абсолютно. Все примарии... Не только примарии, больница, да, учреждения, которые на самофинансировании публичные. И вот тогда Народное собрание откликнулось, приняли это положение, а уже в 2017 году мы из положения сделали настоящий уже местный закон, и он функционирует. И вот по статистике, которую представил исполнительный комитет, за эти годы мы заплатили около 100 миллионов леев в контрибуцию, но привлекли больше $500 миллиарда леев. То есть на каждый вложенный лей 5 лей внешних средств. И в этом году, и этот пример Виорел Фурдуи, кстати, вот вам будет очень интересно с ним пообщаться, это исполнительный директор Конгресса местных и региональных властей Республики Молдова, который объединяет все примарии. И они в другой части нашей страны всегда по-хорошему завидовали Гагаузии, что у вас есть этот закон, этот инструмент, который помогает примариям. И работает. И хотели этот опыт распространить и на всю Республику Молдова. Так вот, в этом году скандал есть с контрибуциями, связанные с фондом регионального развития. Этот фонд работает у нас? Этот фонд работает. Что-то было в Народном Этот фонд работает, но почему-то вот все время проекты, большие проекты этого фонда, они со скандалами реализуются. Вы помните от Пролин, конную ферму в Чадрлунге, сейчас упаковочный двор в Камрате. Мое личное мнение, почему так происходит? Потому что в региональном совете, то есть региональный совет отбирает проекты регионального значения, там нет ни одного представителя Народного собрания. И получается, что исполнительный комитет, в общем, сам решает, какие проекты продвигать, а потом Народное собрание Гагаузии ставит перед фактом, что вот эти проекты нужно продвигать и заплатить контрибуцию. А контрибуции многомиллионные, то есть не просто там 100-200 тысяч леев, почти 10, больше миллионов леев контрибуции. Учитывая, что у нас фонд контрибуции на год 25 миллионов. Какой фонд? Сколько 25 миллионов. У депутатов возникают вопросы, да, почему такие инвестиционные проекты, почему не другие. То есть когда нет прозрачности, о которой мы с вами говорили, вот тогда и возникают такие вопросы. И поэтому коллеги предложили изменить закон. Когда мы закон писали, мы предложили два варианта. То есть исполком выделяет контрибуцию примариям или публичным учреждениям двумя способами. Либо сразу, либо после того, как примарии уже заплатят эту контрибуцию со своего бюджета, и им ее возмещают. То есть либо авансом, либо возмещением. Но в основном легче и лучше авансом. Конечно. Всегда использовали аванс, потому что там Киселе, Котовская, Дизгинжа, да даже и крупные населенные пункты, им удобно, да, что им дают деньги авансом, они их проплачивают или показывают донору, и проекты реализуются успешно. Легче потом реализовать. Коллеги предложили, что нет, закрыть
авансовый платеж, а оставить только... Но причина же есть, это же не просто так предложили депутаты. Причина вот в том, чтобы вот эти скандалы, что были с грантами, чтобы примары, ну я не знаю для чего, дисциплинировать или ужесточить правила выделения денег, наверное так. И получилось, что я коллегам сказал, как человек, который работал с коллегами над этим законом, что мы можем вот этими вещами прекратить инвестиционный поток в Гагаузию. И так мы в изоляции. Да? Если мы сейчас еще завяжем руки этим примарам, которые худо-бедно вне политики стараются привлечь инвестиции, будет еще хуже. Поэтому я не говорю, что вы плохое предлагаете. Ну, давайте это делать спокойно. Давайте мы это будем делать через диалог. Пригласим примаров, пригласим исполком, пригласим гражданское общество. Посидим, посоветуемся. Любой закон, даже Конституция, она требует публичного обсуждения. Любой закон, когда принимаешь, когда ты его внедряешь, возникают какие-то сложности, нужно корректировать. То есть нету того, чего нельзя трогать. Но это нужно публично, это нужно обсуждение, это нужно экспертная насколько поддержка. Я знаю, такое обсуждение было, и примары высказались. Да, примары высказались, коллеги сделали шаг назад, отозвали свою инициативу. То есть пока ситуация вернулась на прежний уровень, сейчас будет диалог, будут консультации, и будет правильное, взвешенное решение. А этот фонд как формируется, эти деньги? Значит, это центральный бюджет Гагаузии или региональный бюджет Гагаузии, он состоит из налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и подоходного налога с физических лиц, части подоходного налога. Вот за счет собственных доходов исполнительный комитет предлагает, а Народное собрание формирует внутренние фонды поддержки. Вот один из них — этот фонд возмещения контрибуций. Вот в рамках 400-миллионного бюджета, центрального бюджета Гагаузии по собственным доходам, есть 25 миллионов на поддержку населенных пунктов привлечения грантов. Вы упомянули этот проект «Упаковочный двор». Что известно об этом проекте? Почему столько шума вокруг этого проекта? Значит, Этот проект, насколько я знаю, еще не с 2017 года, да? Этот проект, я не буду абсолютно точен, но, насколько я помню, он с 2018 года обсуждается, продвигается, была заказана техническая документация. Но вот то, что мы с вами говорили до этого, ни на одном этапе внедрения этого проекта не было вовлечено Народное собрание. И получилось сейчас, когда необходимо уже проект финансировать для его начала, возникает вопрос выделения средств, а депутаты Народного собрания вне обсуждения этого вопроса. И у нас есть несколько примеров в Гагаузии, когда деньги распределяются с участием Народного собрания. Например, у нас есть компонент центрального бюджета, это для поддержки лицеев и гимназий. Там делегированы 2 представителя Народного собрания. Все равно исполком принимает решение, потому что их большинство членов. Но есть обсуждение, есть обмен мнениями, есть открытость. И практически никогда не возникает вопрос, когда вот эта комиссия предлагает Народному собранию выделить деньги на лицей и гимназии, чтобы были разногласия. Потому что они уже обсудились, понимаете? И вот наше предложение было в том, что уважаемая глава Гагаузии, на тот момент Ирина Федоровна, вы имеете Совет регионального развития, но туда входят только представители исполнительной власти. Но включите вы 1-2 представителей Народного собрания. Они все равно не будут иметь решающего значения их голосования. Но они будут вовлечены, они будут приходить в комиссии Народного собрания, они будут разъяснять, объяснять, они будут сами продвигать эти проекты. Депутаты будут в курсе. Абсолютно верно. Но была озвучена цифра, что при исполкоме Ирины Федоровны Влак было выделено 1 200 000 контрибуций. Это что за цифра? Смотрите, пожалуйста, по этому проекту. Когда предложили выделить контрибуцию, вообще какая процедура выделения денег из фонда контрибуции? Исполнительный комитет принимает постановление и предлагает Народному собранию для утверждения. Понятно по процедуре, да? Так вот, упаковочный двор при Марии Камрад, Народное собрание не может поддержать этот проект, потому что исполнительный комитет не принял соответствующего постановления и не вышел в Народное собрание. То есть депутаты Народного собрания, даже исполнительный комитет нынешний? Нынешний исполнительный комитет, пока не выйдет с инициативой в Народное собрание, мы не можем за них эту инициативу подготовить и сами за нее проголосовать.
Поэтому пока исполком не примет решение, мы не имеем права голосовать за этот проект. Что касается той суммы, которую вы озвучили, она действительно была выделена ранее. То есть первоначально стоимость проекта была 20. Я сейчас, 3 миллиона. чтобы я в цифрах не ошибся. Эти цифры сам примар озвучил. То есть 23 миллиона, из них 20 миллионов грант правительства из Фонда регионального развития и 3 миллиона контрибуция. Так вот, с этими 3 миллионами контрибуции, в том числе на составление проектно-технической документации, там проблем не возникало. Я имею в виду на уровне взаимоотношений примарей и исполнительный комитет. Проблема возникла, что проект из 23 миллионов вырос до 43. Вот, а почему? И выросла не сумма гранта, а выросла сумма контрибуции. И исполнительный комитет не хочет дальше финансировать этот проект, хотя первую часть мы уже профинансировали. Но вот эту многомиллионную часть они не хотят. И я объяснял моим коллегам с муниципа Камрад, а мы не можем заставить исполнительный комитет поверить в этот проект и выйти с этой законодательной инициативой. Если они сами не могут убедить, да? Да, если у них не получается. Вот действительно там есть подозрительно, да? 23 миллиона, потом 43 миллиона. Откуда эти цифры? Скажу честно вам, я не люблю вот эти подозрения, искать кошку в черной комнате. Я вижу просто, что есть дефицит в общении, да, и есть институциональные проблемы. А документы, они есть? Вот документально они должны. Дело в том, что Народное собрание приходит только документ от исполкома, голосовать или не голосовать за проект. Вся вот эта первичная документация, она на уровне взаимоотношений Камрад исполком. Понимаете? И пока там не будет консенсуса, Народное собрание политически не может вмешиваться и решать этот вопрос. Но вот мы слышим высказывания, обсуждения, и многие говорят, что это коммерческий проект. Вот это коммерческий проект или это проект примарии, вообще непонятно, что там. Значит, что такое коммерция? Коммерция — это торговля, да? На самом деле есть проекты грантовые. Я всегда продвигал, и я всегда поддерживал, и те люди, которые рядом со мной, проекты в социальную сферу, да, то есть больницы, школы, садики. А эти проекты, которые из регионального развития, там есть специальный компонент, построенный на экономические проекты, не коммерческие, назовем их, а экономические. То есть проекты, которые будут приносить доход. Да. Кому? И Фонд регионального развития специально имеет компонент, который финансирует только экономические проекты. Поэтому Примария, подав заявку на экономический проект, действовала в соответствии с законом. Они хотели реализовать экономический проект. И вот, видимо, у исполнительного комитета есть вопросы, которые вот озадачены и вы. Собственник объекта, выгодополучатель объекта и так далее, и так далее. Возможно, не только эти вопросы. Самое главное, чтобы не было политических вопросов, учитывая, что примар Камрата тоже выступает против главы Гагаузии и политики, которую она проводит, чтобы это не было политическое разбирательство, а не то, что вот мы сейчас с вами говорим. Если нет экономических вопросов, если нет юридических вопросов, а остались только политические, тогда это плохо. Ну, должны они выйти тогда с этими проектами рассказывать, говорить, раскрывать скобки, чтобы не было вот этих вот вопросов. То, что вы говорите, то, что с чего мы с вами начинали. Публичность, да, пожалуйста, камеры открытые, рассказывайте выгоду этого проекта, долгосрочность. Те, кто конфликтует в этой ситуации с стороны исполкома, наоборот, объясняйте риски, да, и тогда люди разберутся в этом проекте. И не будет лишних вопросов. Но на последнем заседании муниципального совета большинством голосов советники разрешили примару взять кредит 18 миллионов лей на реализацию этого же проекта. Вот. Вообще вот интересует, насколько это законно. Можно брать кредит для реализации вот этого проекта? И потом, кто потом будет возвращать? За какой счет? Откуда деньги будут взяты? Кредит-то надо возвращать, я так понимаю. Я сторонник того, что каждый несет ответственность на том месте, которое он занимает, и местные власти, они абсолютно автономны по Конституции, и поэтому принимают то решение, которое они считают нужным. Но это советники приняли такое решение? Но комментируя ваш вопрос, хочу сказать, что государство ограничивает, что сумма кредита на капитальные инвестиции не должна превышать 20%
от собственных доходов Приморьи. То есть если сумма кредита не превышает 20% от собственных доходов бюджета Приморьи, то это законно. Более того, ни один кредит не сможет Приморья взять без того, чтобы он не был санкционирован Министерством финансов. Поэтому законодательно, с правовой точки зрения, проблем здесь нет. Другое дело, насколько это необходимо, потому что этот кредит, он многомиллионный, и в принципе он даже для Приморьи Камрад может существенную роль сыграть в финансировании других расходов. Ну, я уверен, что местные избранники, местные советники совместно с Приморьей разобрались в этих тонкостях и понимают ту ответственность, которую они берут на себя. Что поднимут налоги еще в городе? Они с этого начали свою работу, этот муниципальный состав. Депутаты Народного собрания Гагаузии большинством голосов проголосовали о снижении помощи пенсионерам. За холодный период до 400 леев вместо 700, как было в прошлом году. Да? Объяснили это тем, что цена на газ снизилась в Молдове, поэтому нет необходимости выплачивать 700 леев. Какова причина на самом деле? И вы тоже проголосовали за это? Значит, я не присутствовал в стране, не был на этом заседании. Поэтому, но хочу сказать в защиту тех коллег, которые проголосовали за это решение. В защиту вначале, да. В том, что их поставили в угол, да, их поставили в безвыходное положение, потому что если бы они не голосовали, вообще не было бы никакой помощи, потому что январь, февраль, март уже фактически прошли, да, когда должна была эта помощь выделяться. Должна была быть зимой. Поэтому депутаты Народного собрания проголосовали в безвыходной ситуации. Но кто виноват в этой ситуации? Вот тут я с вами хочу пообщаться. Исполнительный комитет, он пришел с... Вы знаете, что когда утверждается исполнительный комитет, в течение 15 дней представляется программа деятельности исполкома, которая утверждается Народным собранием. Так вот, глава Гагаузии вместе со своим исполнительным комитетом обещала, что помощь в зимний период будет не 400 лей, не 200 лей, не 700 лей, а 1050 лей, по-моему, в месяц. И за эту программу Народное собрание проголосовало. То есть исполнительный комитет в нарушение своих обязательств, взятых перед Народным собранием, перед жителями Гагаузии, предложил в 2,5 раза меньше сумму для утверждения. О чем это говорит? О том, что край мечты рушится, о том, что денег в бюджете не хватает, и о том, что у главы Гагаузии, у исполнительного комитета не хватает уважения к жителям Гагаузии и смелости выйти и сказать о тех проблемах, которые в бюджете есть. То есть ситуация будет ухудшаться. А 500 миллионов евро? 500 миллионов евро, на минуточку, это 10 миллиардов лей. Это 2,5 миллиарда лей в год за 4-летний мандат. Я очень жду отчета по социально-экономическому развитию Гагаузии за прошлый год, потому что там есть отдельный раздел, посвященный инвестициям. И очень хочу посмотреть, какие инвестиции пришли в Гагаузию за 2023 год по отношению к прошлому году. Но даже не дожидаясь, мы можем с вами однозначно констатировать, что нету этих 2,5 миллиардов. Не просто их нету. Даже то, что мы имели, мы и то теряем. Вот вы говорили, что без Илона Шора мы платили 200 лей, 700 лей в зимний период. С Илоном Шором мы уже платим 400 лей. 400 лей, да. Но есть новые обещания Башкана и дополнительная помощь пенсионерам о карте МИР. Да? Что это за система? Вот, если вы в этом понимаете, расскажите и нам. Что это за карта МИР и как это может у нас работать? Это карта МИР, банковская карта, такая же банковская карта, которой пользуетесь вы. Но есть международная система межбанковских переводов. И, к сожалению, российская система МИР, она не работает в Республике Молдова, как и во многих государствах. По каким причинам мы с вами сейчас не будем об этом говорить, но понимаем, что происходит. То есть я не знаю технически, как это будет выглядеть. И прошло уже больше месяца после этого визита в Российскую Федерацию. Ни карт МИРа, ни другой цены на газ, ни особых преференциальных условий для наших сельхозпроизводителей. Цена на газ снизилась, но то, что нам Молдова-газ. Нет, но нам же обещали 10 лет, не отдельную знаю, цену. То есть несколько было обещаний карты МИР, снижение цены на газ для жителей Гагаузии, специальные условия экспорта для наших сельхозпроизводителей в Российской Федерации. Не знаю, может вы знаете, но я пока не знаю хоть одного положительного изменения вот в этих направлениях. Это
к сожалению, из того же каталога несбыточных обещаний, с которым к нам пришла Евгения Гуцул. Ну, чтобы наши телезрители понимали, что пользоваться нашими картами, которыми мы пользуемся в Молдове. Вы приняли участие в 46-м заседании Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, да? Который проходил с 26 по 28 марта в Трансбурге. Какие темы там обсуждались? И вот у вас был доклад, насколько я поняла, я просто просмотрела страничку вашу в Фейсбуке. Вот с каким докладом вы выступили? Вы знаете, вот несмотря на все сложности, которые у нас сейчас есть в Гагаузии, есть вещи, которые интересны для изучения, в том числе нашим европейским партнерам. Потому что та база, которая была создана в Гагаузии до Евгении Гуцул, законодательная база, она есть, она работает. И вот одна из тем обсуждений была поддержка властей сельской местности. Потому что этот феномен миграции, урбанизм, да, когда люди с сел переезжают в города, он коснулся всей Европы, касается и нас. И вот было интересно, какие предпринимают меры власти для того, чтобы вот этот процесс оттока сельских жителей в города приостановить и создать условия в сельской местности, похожие на городские, для того, чтобы люди не уезжали. И вот был интересен опыт разных регионов. И вот со стороны Гагаузии мною был представлен опыт, а чем мы помогаем сельским населенным пунктам Гагаузии. Да? И вот например, меня тоже заинтересовало у нас есть целевая программа «Освещенный населенный пункт». То есть власти Гагаузии выделяют целевые трансферты на каждого жителя, в том числе в селах, для того, чтобы ночью горело уличное освещение. И иногда у нас отключают, но бывает. Я хоть и камрадчанин, да, как бы тоже меня эти вещи иногда задевают, но хочу сказать, что мне приятно, что в Гагаузию, вот когда ночью приезжаешь с аэропорта или ночью, бывает, приезжаешь, регион один из самых иллюминированных ночью в Республике Молдова, потому что в основном в нашей стране, к сожалению, села ночью не освещены. И вот Гагаузия выгодно в этом плане отличается. Вы знаете, что у нас есть закон о капитальных инвестициях, когда селам выделяют целевые средства на публичную инфраструктуру, причем есть специальные коэффициенты солидарности, то есть повышающие для того, чтобы сельские населенные пункты получали чуть больше. Вы знаете, что у нас есть программа, хотя она и для городских населенных пунктов, но в то же время она важна и для сел, это питание старшеклассников. Да? Да. То есть у нас была целевая программа по созданию хороших условий, санитарных условий в школах. И Гагаузия один из первых регионов в стране, когда в каждой, в том числе сельской школе, есть внутренний санузел для детей. Отремонтированный, да? Да. Поэтому вот эти шаги, которые были сделаны к тому, чтобы власть Гагаузии была открыта к селам, к жителям сел. И поэтому мне кажется, что у нас есть примеры, которыми можно было поделиться. Что вы думаете про референдум, который должен пройти в октябре месяце с выборами президента? Да? Должны ли жители автономии принять участие в нем и высказать свое мнение? Потому что мы слышим тут разные высказывания наших общественных деятелей. Когда была озвучена идея по референдуму, я сразу опубликовал пост. То есть, чтобы быть открытым, я поддержал идею проведения референдума. Это в демократическом обществе это нормально проводить референдум? Не только поэтому. Вы знаете, мне кажется, вот 30 лет нашему государству, нашей автономии. И нас вот все время политики раздирают по этому геополитическому признаку. Вы за Россию, вы за Европу. И многие на этом паразитируют. И сталкивая людей, скрывают свою собственную дисфункциональность по решению проблем людей, которые их действительно беспокоят. Потому что если вы сегодня спросите людей на улице, вас беспокоит европейская интеграция или евразийская интеграция, или вас беспокоят цены на газ. Холодильник в доме. доме. То есть, понимаете, у людей совсем другие приоритеты, жизненные приоритеты, потому что мы находимся в очень тяжелой ситуации. А политики вот одни говорят за это, одни говорят, что Европейский Союз — это икона, которая сразу решит все проблемы жителей Молдовы, да? Другие, наоборот, говорят, что Европейский Союз — это полчища ЛГБТ-сообществ, это вызов православным. Манипуляция в первую очередь. Поэтому референдум, по моему мнению, это возможность поставить точку
чтобы все объединились потом дальше в одном направлении. Но для этого нужны дискуссии, чтобы и в Гагаузию, вот тут очень важна роль Кишинева, приезжайте в Гагаузию, говорите о преимуществах европейской интеграции. Кто считает, что наоборот это угроза европейской интеграции, наоборот рассказывайте людям, в чем риски, чтобы люди имели информацию и разобрались для себя, какой им выбор и сделать. Поэтому саму мысль о том, чтобы провести референдум, поставить точки, я поддерживаю. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Напомню, что нашим гостем был заместитель председателя Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский. Программу провела Елизавета Ротарь. Еще раз благодарю вас за участие в программе и до встречи в эфире.